Было это или не было, трусливые или смелые, были волки бегунами, были лисы поварами, ворон был советчиком, воробей наведчиком. Далеко-далеко, в городе Никее, жил мальчик, которого звали Маленький Мук. Выглядел он очень забавно, худенький, невысокого роста, причем тело его было крошечным, а голова, наоборот, огромная. Злые соседские ребята дразнили маленького Мука, и стоило ему только выйти из дому, как они тут же бежали и кричали ему вслед обидные прозвища. Отец Мука, человек уважаемый, но бедный, однажды захворал и вскоре умер. Мачеха выгнала мальчика из дому и сказала, что его отец не оставил после себя состояния, и она не может прокормить Мука, так что пусть он идет по свету и ищет свое счастье сам. Бедняга вышел из города и пошел, куда глаза глядят. В дорогу мачеха не дала ему никакой еды, и нашему герою пришлось жевать коренья, какие он находил вдоль дороги и в поле. А спать ночами он был вынужден прямо на голой земле, не имея даже возможности развести костер. Только через 3 дня пути он вошел в большой красивый город. Маленький Мук был очень голоден, но денег у него не было, и он с грустью смотрел на лавки торговцев всякими вкусностями. Вдруг в одном старом доме распахнулась дверь, и какая-то старуха, выглянув, закричала: «Скорее сюда! Еда уже готова! На всех хватит!» И сейчас же в дверь дома стали входить все окрестные кошки. Мук подумал и тоже вошел. «А ты откуда взялся? Что тебе нужно?» Сердито спросила старушка. «Ты позвала всех обедать, а я не ел 3 дня и изрядно проголодался», — ответил Мук. Старуха удивилась и сказала: «Ты, наверное, не здешний, ведь в нашем городе всем известно, что я кормлю исключительно моих милых кошек». «Может быть, ты сделаешь исключение и накормишь меня тоже? Я непривередливый и готов есть кошачью еду из миски», — взмолился Мук. Затем он поведал своей новой знакомой о том, какая беда с ним приключилась, и старуха согласилась взять карлика на службу. Каждый день Мук просыпался затемно и расчесывал котам шерстку. 3 раза в день подавал им еду, развлекал их играми, а ночью укладывал спать на мягких подушках, а сам спал на циновке у двери. Поначалу все шло гладко, но затем кошки расхулиганились. Стоило старухе выйти за порог, они тут же начинали бегать по дому как ненормальные. Они разбрасывали вещи, били посуду и царапали обшивки диванов. Но едва услышав приближающиеся шаги хозяйки, они мигом прыгали на свои подушки и мурлыкали, как ни в чем не бывало. А старуха, увидев бардак и разгром, принималась ругать маленького Мука. Никаких оправданий она и слышать не желала, ведь она была уверена, ее милые питомцы не могут вести себя так безобразно. Однажды кошки особенно разошлись и разгромили в доме все, что только попалось им под лапы. Вернувшись домой, старуха так разозлилась, что, не прекращая громко ругаться, стянула с ног огромные туфли и швырнула их прямо в лоб нашему герою. Неожиданно туфли с громким стуком отскочили от лба маленького Мука, перевернулись в воздухе и оказались прямо на его ногах. В ту же секунду туфли подняли нашего героя над землей, и в них карлик быстрее ветра вылетел в окно и понесся прямо над облаками. «Уважаемая старушка, я бедный голодный сирота. Не угостите ли вы меня корочкой хлеба?» «Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, какая я тебе старушка? Не видишь, я молодая, в меру упитанная дама в самом расцвете лет. А в-третьих, корочку хлеба надо еще заработать. Согласен?» «Да, хозяйка, я хоть и мал ростом, но готов выполнить любую, даже самую тяжелую работу». «Ну что ж, проверим. Ты должен покормить моих котов и поиграть с ними. Я убегаю по делам. Смотри, чтобы к моему возвращению все было так же чисто и аккуратно». «Кажется, мне повезло. Коты такие милые. Работа будет легкой и приятной. Ребята, помогите найти, чем покормить котов».